Страна красоты и контрастов, от марсианской пустыни Вади-Рам до кипящего жизнью Омана, от таинственных руин ушедших цивилизаций до величественного Мертвого моря. Вся Иордания – уникальная страна, таящая в себе дух приключений, захватывающие виды, высокие стандарты гостеприимства, изысканную кухню и бесчисленные мероприятия, которые остаются в памяти на всю жизнь. Именно с такой вступительной речи нашего тургида, местного чеченца Аделя Гуардло, началось наше путешествие по невероятной Иордании. Также он начал с того, что чеченская диаспора была очень счастлива, узнав, что приедут гости из их родной земли, и подготовились к встречам с нами. Но первым делом нужно было провести ознакомительное совещание с местными представителями туризма. Это министр Мажид Швейка и представитель комитета по туризму Мажид Абу, чтобы уже начать воплощение нашей цели в жизнь. Туризм – это большой мир, и есть очень много возможностей в этой стране особенно. 5.5 مليون. 5,5 миллиона туристов было в прошлом году у нас в Иордании. والنمو السياحي كان بيكون أكثر من 10%. И туризм вырос где-то на 10%, что на самом деле очень прекрасно вообще. Сюда сразу же приехал и глава чеченской диаспоры Самих Бино, а также действующий член парламента чеченской диаспоры Набиль Камал, бывший депутат парламента и политический деятель Мухаммад Таха Арслан. На первом совещании прошло знакомство сторон. Заместитель председателя правительства Хасан Хакимов и министр Чеченской республики по туризму Муслим Байтазиев поблагодарили за столь теплую встречу и отметили надежду на плодотворный визит. На следующий день прошло уже официальное совещание тех же лиц. Здесь обсудили возможность создания прямого рейса Грозный-Оман, что улучшило бы возможность взаимодействия сторон. Туризм в Чеченской республике развивается семимильными шагами, и представители Хашимитского королевства наблюдают за этим и хотят перенять опыт, а также поделиться своим. Мы обсудили развитие двусторонних отношений в области туризма. Иордания заявила, что очень заинтересована в развитии туризма именно между Иорданией и Чеченской республикой. Тем более мы знаем, что в Иордании проживает более 100 тысяч человек. Именно это большая диаспора с Северного Кавказа, куда входят и чеченцы, и черкезы, и абхазы и так далее. И эта диаспора, она активно посещает наш регион, и особенно в летнее время. Поэтому, а также туристы из Иордании тоже готовы посещать нашу республику, заинтересованы посещать ее. Поэтому мы также обсудили вопрос о налаживании прямого рейса, прямого авиасообщения между Чеченской республикой и Иорданией. Иорданская сторона предложила сделать маршрут Умра плюс. Это, получается, наши паломники, которые посещают Умру, они смогут также после Умры посетить религиозные объекты, зияраты в Иордании, а также посетить Палестину, мечеть Аль-Акса. Это тоже нас очень сильно заинтересовало, и в дальнейшем мы планируем работать в этом направлении. طبعا احنا نثمن عاليا زيارة نائب رئيس الوزراء. Обсуждение всех взаимных отношений по туризму, чтобы развивать этот процесс и приглашать людей сюда, в Иорданию, рекламировать Иорданию с обеих сторон, в принципе, и Иорданию, чтобы у нас, значит, эти отношения усилились и больше мы стали заниматься такими вопросами совместного плана. Стороны пришли к согласию, что такая идея поможет улучшить отношения и сблизить чеченскую диаспору, которую очень сильно любят и уважают в Иордании, со своей родиной. Ведь летать, меняя сразу 3 самолета, очень тяжело, особенно пожилым людям. Дальше уже пошло ознакомление с достопримечательностями Иордании. Началось все с дерева, которое бесспорно можно назвать великим. Фисташковое дерево. По рассказам людей, ему довольно много лет. Некоторые насчитывают даже более 1500. Но великим оно считается не из-за этого. Во время одного из своих походов в Сирию пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, остановился именно здесь и
то, что у него было. И нас ждала очень приятная встреча в городе Азарка. Первые чеченцы, которые прибыли в Иорданию, поселились именно на этой земле. Тут они и обосновались. Огромная диаспора живет именно в этом месте. Тут они имеют свои места работы. У кого магазины, у кого недвижимость, а есть еще и вот такой дом торжеств. Именно здесь и прошла наша встреча. По словам жителей, этот ресторан был создан для того, чтобы помогать людям проводить свадьбы и многие другие мероприятия, чтобы время от времени объединяться и рассказывать о своих успехах и проблемах. Сегодня с нашего Сати Хасана, Катана, Пача, Хамза Ахмадовича, Давай, Иордания, туризм, Гартабошна, Хацавоша, Сарджадиста, Сарджарга, Вадаш, Давай, Цва, Хабоге, Раш, Пиндутов. Minister Chinese, boa, o ministro do turismo, a produção do exército português. Você o piloto, mesmo piloto, são a realidade e chus do gelo do dele, achei o nosso agricultor dele, do cara do pessoal a dele. Os gelo test dele, quando dic piloto, são a realidade, os nossos hão gelo show, então não disse. Bunlar yükmetmiş, çağrıyla şu, kiyemiş kıldı, kiyema kıldı, gözünü yukla aman yukla. Home mahkoy. Kousa yerden nokçi, duk samogdalbu ve ter home حيشي باكن. تر باكن يقدر تردك بو، وندك بو وقع جروزني ويتا وخلا كنا يا موسكو وخويز تركو شغل وخويز. يتقال ليلو حزوش للوي منستر الشام حسانة مسلمة وقد يردان يحيوش بالنقبطون هو عربش يقع تيديش تون عامين غلقش سنة ومنو صار تيلوش دقاديش تيش ميدولش يامر تويوش ديك عشلو وفبر اسم جنرال خلا يردان يحشا منستر شخلا برلمان حين شيء ونختي بقدر كاتش قتر ديك عشمو تندلا توقع حق كي نختي اللي دزل بالشا كي نختي بدوخشا ديك تعدوش نقطة تاع المقلع. Невероятным сооружением природы является и пещера 7 отроков. 7 отроков жили в III веке. Святой Максимилиан, один из них, был сыном градоначальника города Эфеса. Остальные 6 его друзей также происходили из эфесской аристократии, и все они находились на военной службе и были христианинами. Император Декий прибыл в Эфес и приказал приносить жертвы языческим божествам, но юноши отказались это сделать. Тогда император приказал снять с них знаки воинского отличия, воинские пояса, но тем не менее отпустил их на свободу, надеясь, что они передумают, пока он воюет. Юноши покинули город и укрылись в пещере на горе Охлон, где они молились, готовясь к мученическому подвигу.
Святой Иамвлих во время одного из своих походов в город за хлебом услышал, что император вернулся, и его с товарищами ищут для суда. Отроки добровольно вышли из пещеры и явились на суд. Их приговорили принять смерть в своей пещере. Император приказал заложить вход в нее камнями, чтобы отроки умерли от жажды и голода. Два сановника, присутствовавших при закладке входа, были тайными христианинами, и чтобы память о мучениках сохранилась, они вложили вкладку «Ковчежец» с 2 оловянными дощечками, где были написаны имена 7 отроков и обстоятельства их страданий и смерти. И ты бы видеть мог, как солнце на восходе клонилось от пещеры вправо, а на закате слева обходило их. Они же лежали на пространном месте посреди этого. Одно из множества знамений наших. Вот это аят 17, который говорит об этом. Ни одна из остальных других пещер, которая имеет такое название, она не совпадает с описанием, кроме этого. Она была найдена точно в 1951 году журналистом Тайсир Дебян, и это дело было передано сразу же департаменту по археологии. Они делали свою работу в те годы, и до сих пор это место уже находится под покровительством Министерства Алкаф, как это Министерство по религиозным делам Иордании. Они отвечают за такие места. Когда солнце встает утром, оно бьется по правой стороне. Когда оно заходит, оно бьется по левой стороне этой пещеры. То есть запад у нас получается с той стороны, восток с этой стороны. И вот это, ну как это назвать, вентилятор что ли, или там иллюминатор, это натуральное было еще при пещере. Солнце, лучи солнца заходили, когда вставало солнце немножко, заходили с этого отверстия. И когда солнце заходило, уже оно билось в эту сторону. Когда их нашли, или дошли до них, значит, Бог их умертвил. После этого сразу они сделали эти могилы, стали, значит, готовить это место, как мы видим в таком виде. И сделали могилы, и хоронили этих ребят, верующих, и этих молодых людей в этих же могилах. И получается оригинально 7 могил. Но здесь было найдено почему-то 4. Вот именно в этом типа проходе здесь была могила. Неизвестно, она такого была предназначена. Может быть, кто-то из того времени, когда они делали эту работу, кто-то тоже был здесь такой. Согласно житию, по воле Божьей, отроки не умерли, а заснули чудесным сном, длившимся почти 2 столетия. В V веке при Феодосии-младшем явились еретики, отвергавшие воскресение мертвых во время второго пришествия. Всевышний открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и будущей жизни через 7 отроков. Владелец участка, на котором находилась гора Ахлон, начал стройку, и его рабочие разобрали вход в пещеру. В этот момент Господь оживил отроков, и они проснулись словно от обыкновенного сна, не подозревая, что прошло уже почти 200 лет. Готовясь принять мучения, друзья поручили Иамвлиху еще раз купить им хлеба. Подойдя к городу, юноша поразился, увидев на воротах святой крест. Время гонения на христиан уже давно прошло. Расплачиваясь за хлеб, Иамвлих подал торговцу монету императора Декия и был задержан как скрывший склад старинных монет. Его привели к градоначальнику, у которого в то время находился епископ. Священник понял, что Всевышний открывает через юношу какую-то тайну, и отправился вместе с народом к пещере. Там, в груди камней, он нашел запечатанный ковчежец. Прочтя на оловянных дощечках имена святых и обстоятельства их замурования, епископ вошел в пещеру и увидел в ней живых отроков. Вскоре сам император прибыл в Эфес и беседовал с юношами в пещере. Тогда святые отроки на глазах у всех склонили головы на землю и опять заснули, на этот раз до дня всеобщего воскресения. Император хотел каждого из отроков положить в драгоценную раку, но явившись ему во сне, святые отроки сказали, чтобы тела их были оставлены в пещере на земле. Сегодня принимающая сторона погрузила нас в религиозный туризм, и действительно Иордания очень значима с точки зрения и христианства, и ислама. И нам сегодня показали очень интересные и важные объекты. Это мы посетили дерево, под которым по преданию отдыхал еще в юношестве пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям.
Также мы сегодня посетили вот пещеру Семи Отроков, или так называемую пещеру жителей пещер. И эти объекты очень интересны. Мы видели, что их посещает большое количество туристов. И информация об этих объектах также активно распространяется и самой Иорданским министерством по туризму. Ас-Сахна – город в Иордании, один из первых населенных пунктов, основанных чеченцами, которые обосновались здесь после их миграции с Северного Кавказа. Расположен примерно в 10 километрах к северу от Зарка. В 1911 году здесь жило 33 чеченских семьи. Они строили свои дома из самана, бамбука и бревен. Переселенцы быстро наладили добрососедские отношения с местным населением. Они устроили сады, посадили кукурузу и пшеницу. Население города в 2019 году составляло около 25 тысяч человек. Оно состоит главным образом из чеченцев и арабов иорданского и палестинского происхождения. Совсем недавно тут была возведена и старинная чеченская башня. Именно в этом городе прошла встреча с самой большой чеченской диаспорой. Иордания рой нохч зачагая цигар бешвой цигар шбу есть шбу я цигар забьёшь и есть того это нохч рой порт хочу массарна дикру Мела в республике Нюка Иордания Юка и юкмет чареш туризм халайо шондаш зоде приошара в республике Бош дука туристчу по Джимджима Аймшту, Иордания, миллион шкафов, 3 миллион, 8 миллион туристов, хаша, Бош, и Кейчу, хаша, администрация, и 30%, хаша, и Кейчу. Так, Хокабол, Эдли, Тухой, Сер, опыт Йофлю, там туризм Белоха, Ишрем Набу, Пейкович. Местные были очень рады нашему приезду, особенно их порадовала цель нашего приезда. По их словам, если будет прямой рейс, то связь с родной землей будет намного проще, и они смогут чуть ли не на каждые выходные приезжать на землю своих отцов. Также стороны обменялись разными подарками. يلا دير يسكن يشوف والله هرب دكتور بدون ودايما كري مصر يسكن يدخل كش لا الاشتياق احنا Уже на рассвете мы отправились в пустыню Вади-Рам. Почему так рано? Чтобы увидеть всю красоту с высоты птичьего полета. Единственный воздушный шар в пустыне и единственный человек, который умеет его запускать в воздух в этих погодных условиях. Как ни странно, чеченец Халид Аш-Шишани. Только он научился надувать шар в этой пустыне. Проблема заключалась в сильном ветре. دير بودان دوخ نخرون سو بيواتش ديل عدا شورت نخبو سريع دائما سوبول ناس سوبول يعني هار دنتهم والحس بخريق ديك مخ بات مخو ستو طبق دير بات يوستلو يدق يقيل ديلا اتمخو لوزو لخح مخش يولوش. Вади-Рам, или как его называют по-другому, Лунная долина, славится своими внеземными и сказочными пейзажами. Особенно ее любят знаменитые режиссеры Голливуда. И именно здесь снимались такие киношедевры, как «Лоуренс Аравийский», «Трансформеры», «Красная планета», «Последние дни на Марсе», «Марсианин», «Аладдин», «Две части Звездных войн» и многое другое. Министерство по туризму Иордании и по приглашению нашего земляка, представителя чеченского народа, который проживает в Иордании, Халида, мы приехали сегодня, чтобы попробовать такой приключенческий, скажем так, туризм, как полет на воздушном шаре. И действительно, мне очень понравился подход Халида. Он, видно, что такой опытный воздухоплаватель, на самом деле очень хорошо. С нами в группе были туристы из Голландии, и он очень успокаивает тех, кто впервые летает, и это на самом деле очень захватывающее
такое путешествие. Я уверен, что подобное было бы очень популярно и в нашей республике, поэтому именно с целью ознакомления мы здесь и находимся. Мы смотрим, как развивается приключенческий туризм в Иордании, потому что Иорданию посещает ежегодно 5,5, почти 6 миллионов человек, и нам очень интересно посмотреть, по какому пути они развиваются, и какой-то опыт применить уже на нашей республике, скажем так, непосредственно применить в нашем туризме. Ну, в общем, я думаю, что впереди еще много интересного. Это только начало дня, сейчас только 6-7 утра, поэтому мне очень понравилось. На самом деле, ощущения очень приятные. И это видно, что это безопасно. Понятно, что есть некоторые После полетов на воздушном шаре уже начались покатушки на джипах. Огромная территория в около 75 тысяч гектаров, полная невероятных особенностей. Тут и скалы, и каньоны, и многие другие интересные места. Но особенно интересным является эта скала. Тут есть разные петроглифы и один очень примечательный момент. Эту скалу министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев назвал самой большой подставкой для телефона. В пустыне Вадарама есть маленькое село DC, сокращенно от Desert Camp. Это одна из торговых точек этой пустыни. Здесь можно покататься на верблюде, купить некоторые аксессуары. Но есть еще одна очень примечательная часть в этом селе. Во всем этом районе есть только одно место, где ловит сотовая связь. Это вот это место. И как видите, здесь есть специальные отверстия, куда можно положить телефон. А это великий замок Салахаддина, который был построен им же. Он находится на вот такой возвышенности и является невероятным сооружением. Огромное количество набегов было выиграно совершенно малыми силами, благодаря чутким стратегическим знаниям одного из величайших полководцев. Замок был сделан так, что попасть в него практически невозможно, а из него легко убрать любые вражеские войска. البسيد أغور حشوق إنسان وقع دوسور شهن زمون دوخ كنين وقع زون الجوشة تأخذ تسعة سو إنسان وقعها البسيد أغور حشي لو голландские высоты олсы голландские ламнаштига Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Юкаирга, Тибериадское озеро, так гора Гермона, Юка, Бейсан, Иш, Хокша, Иш тамахажна, Гушул меткшю, زوقع إنسان توما يوم الجوشة так, вух أغور حشي، مغ دبوش أغور حشي، من فلسطين قشوا بيز مغ، يروساليم قهوة غير، خز حان خز ديك يخل شي، يروساليم يرا، مجدقش تيجر كيلش وقر جيشو، نابلس جنيني دلينا يردانا بو منتك، إذا وينا فلسطيني يقع ولا يدوز دقي، يردان خي دعوش دول منتك. Вот мы только зашли в город Петру, вот вся карта этого города. Мы находимся вот здесь, в Entry Gate, и наша конечная точка по вот этому пути будет Каср Аль-Бинт.
Но, конечно же, самая известная и самая посещаемая достопримечательность Иордании – это город Петра. Величайший город, который в древние времена был одним из самых цивилизованных. В то время, помимо дренажной и канализационной системы, у жителей этого невероятного города был и водопровод, выбитый в скалах, которые являлись его стенами. И как наши сегодняшние, той же самой системы, но только раствором они их закрывали, и километрами длиннее, которые снабжали город питьевой водой. Город Петра располагался на перекрестке двух важнейших торговых путей. Один соединял Красное море с Дамаском, другой – Персидский залив с Газой у побережья. Вот такие вот бедуины, которые их по мелочи, и туристы, которые приезжают, продают их довольно дорого. Ну, в большинстве случаев товар у них идет очень неплохо. Давайте посмотрим вон там. Hi. Have a look. How much? Which one? Which one you like? Okay. I have. Which one? This costs front. This is 25. 25. Dollars? No, like $25. $25? A something price. No, no, no. I know.
Уже по окончании похода в гостинице нас ждали старейшины тейпов, проживающих в Иордании. Они были очень рады нашему приезду и поблагодарили за то, что мы вышли со столь важной миссией, о которой они уже давно мечтали. Они также передали подарок для главы Чеченской Республики Рамзану Кадырову звание Нохчик Унах от всего Совета. По их словам, вклад Героя России в развитие нашего региона просто колоссальный, его невозможно описать словами. То, что он سرية شيء قلم شبو غوشق كيتشيا مسيرجا خز غوشق كتا بتشجع سر المارشال دعدي الله ويت أحبول نوخشي أخي تيرخ دزل ديش إيش دوخ بيزش تاز جرجلو دائما ناديو هنا حقيقة أخديش دوية إيش داخايتنا أخين تقنية ويا جرجلوية قيش إيقن ديالا موسو أغورش أخديشية دادل ديش خلرية ويت أحيا هرشو ويا دقيقينية قد توريزم دو التوريزم شو دو البيلجل دوخش إدادو زوجية ترتيه إمنا غوش قطرية تريه لازم شقوزح تريه مو حولع إيش بيخش بخو حاضو هو إيش دو تقيا إيش مشي ترتي دي تدوشي غوش قطر. Рады были нашему приезду и само королевство. Родной младший брат короля Иордании Хашим бин Хусейн, который также является главным красивых регионов.